В эфире программа «Новости». С вами Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Расскажем о самых заметных событиях к этому часу. Из-за ухудшения гидрологической обстановки на реке Лена начали курсировать судна на воздушной подушке по направлению Нижний Бестях, Якутск. О стоимости проезда. В МГЭ состоялось открытие филиала Якутского педагогического колледжа о направлении обучения и первом зачислении студентов. В Хангаласском Улусе был презентован мемориальный ансамбль, посвященный 4 выдающимся землякам. Расскажем подробнее. В Усть-Майском районе командир самолета Ан-2 осужден за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Прокуратура поддержала гособвинение в отношении 64-летнего жителя Якутска. В августе 2024 года подсудимый, являясь командиром воздушного судна, принадлежащего золотодобывающему предприятию, принял неправомерное решение о выполнении полетов в плохую погоду. Совершил вылет с поселка Солнечный Усть-Майского района до поселка Капитоновка в черте города Якутска. В составе экипажа и 11 пассажиров. В процессе набора высоты, попав в зону приподнятого тумана и потеряв связь с наземными ориентирами, находясь в зоне опасных метеорологических явлений, подсудимый не обеспечил возврат на посадочную площадку вылета. При этом в ходе полета им допущена ошибка в технике пилотирования, которая привела к столкновению с горным хребтом и к жесткой посадке самолета. В результате допущенных нарушений воздушное судно разрушилось, находившиеся на борту лица не пострадали. Подсудимый вину в совершенном преступлении признал в полном объеме. Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, возраста и положительных характеристик, приговорил подсудимого к штрафу в размере 150 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу. С сегодняшнего дня из-за ухудшения гидрологической обстановки на реке Лена начали курсировать судна на воздушной подушке «Леноводсервис» по направлению Нижний Бестях, Якутск. С Нижнего Бестяха воздушные подушки отправляются в зал ожидания, а с города Якутска из 204-го микрорайона станции Намыв. График работы с 7 до 20 часов вечера. Сейчас курсируют 10 судов. По мере возрастания пассажиропотока их количество увеличит. Проезд на сегодня составляет 2500 рублей. Также со следующей недели по маршруту Якутск-Нижний Бестях-Якутск начнут курсировать 3 судна ледового класса, которым не страшна шуга на реке. Повысятся и тарифы на перевозку авто. Для легкового транспорта стоимость проезда составит от 4 до 12 тысяч рублей в зависимости от марки и габаритов автомобиля. За фуру до 65 тысяч рублей. Здесь дополнительные расходы, я сказал, это и привлечение дополнительной техники, это буксиры для сопровождения, это и договоры с судами на воздушной подушке в случае, если нештатная ситуация возникнет на реке, чтобы пассажиров мы могли оперативно забрать и вывести на берег. Поэтому в этот период как раз он и называется межсезонный, сложный, потому что увеличивается и расходная часть, и, в общем-то, нагрузка на экипажи в том числе. В Вилюйске продолжается строительство второй очереди больничного комплекса. В новом здании больницы площадью 4259 квадратных метров и мощностью объекта на 53 койки расположится отделение терапии, МРТ, УЗИ, ФГДС, родильное детское отделение, отделение реабилитации и восстановительного лечения после инсульта и инфаркта. Весь современный комплекс заработает в полную силу в декабре этого года. Здесь высокотехнологичную медпомощь смогут получать жители Вилюйской группы районов, а также близлежащих населенных пунктов Кобяйского района. У нас спектр услуг очень большой будет оказываться, не только получается по нашему району, но и будем работать на 3 района или на 4 района. Это все, кто желающие, ближайшие районы будут приходить. Но это показывает большой опыт по первой очереди, как построили хирургическое отделение, хирургические операции мы уже расширили до эндопротеза. По эндопротезу коленного сустава сейчас планируется здесь внедрение операции. Совместно с нашими специалистами из города Якутска мы совместно будем уже работать и уже внедрять. Работы по благоустройству, проводимые администрацией поселка Усть-Нира, носят планомерный и комплексный характер. Конкретные результаты видны уже сегодня. Преображение внешнего вида поселка продолжается. Жители Усть-Ниры могут оценить результаты работ по благоустройству, выполненные за прошедшее лето. Продолжилось асфальтирование дорог и общественных зон.
Для безопасного движения пешеходов обустроены тротуары. Общая протяженность тротуаров превышает 2 километра. Я, как коренная жительница нашего райцентра, очень благодарна и рада тому, что мы наконец-то до нас дошла цивилизация, что мы теперь ходим по очень хорошим тротуарам. И как автолюбитель не нарадуюсь нашим хорошим дорогам асфальтированным. И надеюсь, что на следующий год наконец-то заасфальтируют и приведут в порядок нашу центральную улицу. Продолжается программа по сносу ветхих и аварийных зданий, заброшенных хозяйственных построек и теплиц. Стали более регулярными работы по наведению общего санитарного порядка. Этим летом в рамках программы по благоустройству поселка администрацией были проведены масштабные работы. Было снесено более 10 домов, признанных аварийным и подлежащему сносу. Параллельно произведен демонтаж ветхих бесхозных теплиц и хозяйственных построек, которые годами портили облик поселка и создавали антисанитарийные условия. Следует отметить, администрация поселка планирует и старается выполнить намеченное по благоустройству. Администрация поселка не только подводит итоги и четко обозначает планы на ближайшие годы. Уже проведены подготовительные работы по асфальтированию следующих улиц, которые запланированы на 2026 год. Комплексное благоустройство, включающее асфальтирование дороги, тротуаров и установку нового уличного освещения на центральной улице Ленина также перенесено на 2026 год. Строительство нового сквера, активные работы по которому планировали завершить в этом году, столкнулись с непредвиденными обстоятельствами. Из-за долгих проливных дождей в начале лета и сильного наводнения, которое произошло в период подготовки территории, график пришлось скорректировать. На следующий год работы будут закончены, закуплено полностью оборудование. И на следующий год, в летний период, жителей ждет новый сквер. Жители отмечают и приветствуют изменения внешнего вида райцентра, улучшение экологии и безопасности его улиц. Светлана Поцелуева, Андрей Неустроев, Уснера. В Амге состоялось открытие филиала Якутского педагогического колледжа. Учебное заведение на базе Амгинской СОЖ номер 2 будет готовить специалистов по направлению преподавания в начальных классах. С 1 сентября в Амгинский филиал колледжа на заочное отделение были зачислены 20 человек. Среди них 10 из Амгинского улуса и 10 из других районов республики. Кроме того, в этом учебном году в той же школе открылся первый в улусе психолого-педагогический класс. Также в улусе ведутся работы по открытию филиалов медицинского колледжа и сельскохозяйственного техникума. Был заключен договор о совместной работе. Да? И первое то, что на базе второй школы открыт педагогический класс. Это первая работа. А вторая – это сегодня мы открываем педагогический филиал педагогического колледжа, отделение учителей начальных классов. Да? И отрадно то, что в этом году амгинские выпускники, это в количестве 10 выпускников наших школ, поступили в это отделение. Берджилгестяхская гимназия имени Василия Филиппова совместно с родительским комитетом, участвуя в проекте «Знания», реализует проект «Школа мужества Эрхогун». Одно из мероприятий проекта было приурочено ко Дню Отца и прошло в Алонхо-доме в формате круглого стола. Участники открыто обсудили тему «Хороший совет отца. Вечное наставление для сына». Поделились своими мыслями и мнениями. Учащиеся из берджилгестяхского и кириллахского наследия приняли участие в уроке патриотизма с участниками боевых действий. Дети с большим интересом слушали выступления и задавали интересующие их вопросы. У нас был проект «Школа мужества Эрхогун». Мы вот собрали круглый стол на эту тему и вызвали, позвали с города, с других улусов спикеров. И вот сейчас выйдет очень хороший разговор, думаю. В Хангалахском улусе в местности Куллаты состоялось значимое событие. Был презентован мемориальный ансамбль, посвященный Тыгыну Дархану, Мазары Базекову, Сафрону Сыранову и Илье Шадрину. Это событие приурочили к 33-й годовщине возвращения улусу его исконного наименования. Подробности в сюжете моей коллеги Виолетты Засимовой.
Идея создания этой скульптурной композиции вынашивалась давно, но реальное воплощение проект получил именно в этом году благодаря активной поддержке администрации района. Была проведена масштабная подготовительная работа от выбора оптимального места до детального согласования с историками и общественностью. Не менее ответственной задачей стал выбор скульптора. Им стал Алексей Андреев, преподаватель Покровской детской художественной школы, член Международной федерации художников. Не случайным стал и выбор местности Куллаты, известной как место стоянки якутских предводителей. Именно здесь установлен памятный камень, который считается данью уважения роду великого тыгына. Это место связано с тыгыном и с его отцом. Это Муньян-Дарханом, это точно. По легендам, по тем материалам, которые имеются. И надо сказать, что это место, оно, как сказать, расположено так, что это действительно, оно говорит за то, что здесь действительно не только жили здесь наши великие предки, но и, конечно, здесь проводились, вероятно, очень важные события. По меньшей мере, здесь, наверное, проводились исехи, наверное, да? Здесь какие-то обряды совершались, вероятно, да? Поэтому я думаю, что это место такое очень многозначное, очень такое знаковое место. Эскиз памятников задуман таким образом, что при спуске на священную долину Эркени со стороны востока гостей, прибывающих на древнюю хангаласскую землю, встречает легендарный Тыгын-Дархан на своем боевом коне. Перед ним на одном подиуме стоят фигуры его потомков Мазары Базекова, Сафрона Сыранова и Ильи Шадрина. Скульптуры очень красивые, впечатляющие. Вообще очень хорошо, что они их поставили. Давно надо было Тыгына поставить. Да, на родине. Я думаю, что людям, которые приезжают к памятнику, должны относиться почтительно, уважительно, с поклоном. Памятники выполнены из арт-бетона на железном каркасе и покрашены специальной краской. Высота памятника Тыгына с постаментом составляет 4 метра 30 сантиметров. То, что скульптуры сделаны из армированного бетона, это может быть правильное решение, да? Но я считаю, что в будущем надо будет рассмотреть возможность замены их на более долговечный материал. Также в этот день в городе Покровске состоялось торжественное собрание общественности, а в сети кинотеатров «Экстра Синема» был организован повторный показ фильма «Тыгын-Дархан». Виолетта Засимова, Хангаласский улус.